Добрый день. Мы прилетели из Якутска в Москву и сели на Аэроэкспресс Сапсан, который из Москвы в течение 3 часов 40 минут доезжает до Санкт-Петербурга. Высокоскоростной поезд Сапсан был построен в Москве в 2009 году. Шоколад много. Санкт-Петербург встретил нас теплой погодой. Мы были в июле месяце. В этот день был праздничный день, то есть день военно-морского флота. И мы решили на яхте прогуляться по реке Нева. На экскурсии экскурсовод рассказывает об исторических событиях военно-морского флота в Санкт-Петербурге и также о строительстве мостов в конце 19 века возникла на реке Нева. Постоянной переправе. И в 1901 году начался... На реке Нева видели Дворцовый мост, Троицкий мост, Литейный мост. А так в Санкт-Петербурге на реке Неве насчитывается примерно 437 мостов. А также отвергли и затем привозили на Адмиралтейскую набережную. Впереди, с правой стороны, на набережной мы можем наблюдать и дом с правой стороны, здание Светло-Духовской с колонной. Отсюда Кутузов отправилась боевых действий во время войны с Наполеоном. А в встречном доме некоторое время проживала семья Пушкина. Интересно, что впереди мост, который называется Литейный, и название связано с тем, что здесь на левом берегу специалисты, одни из лучших в мире. Первоначально набережная называлась, это было с тем, так она была названа неподалеку у Водовищенского моста. После ремонта стоял крейсер «Аврора», и именно с этого места он сделал свой. Неподалеку на набережной и памятник основателя нашего города. Посетили Зимний дворец, в котором находится Эрмитаж, государственный Эрмитаж. До 1917 года был императорским Эрмитажем. Это здание было построено Екатериной II в 1764 году. Открыт был в 1852 году. Перед Зимним дворцом стоит Дворцовая площадь. Прежнее название площади Адмиралтейский луг, затем площадь Урицкого. В настоящее время называется Дворцовая площадь. Возле Дворцовой площади имеются детские развлекательные центры
и различные музеи. После экскурсии на реке Нева мы идем смотреть Санкт-Петербургский океанариум. Океанариум богат коллекцией обитателей морей и океанов. Детям понравилось увидеть различные рыбы, которые обитают в тропических климатах. Мы увидели разные рыбы, осетры были, и скаты, медузы, и даже акулы было малого размера. И увидели еще выступление тюленей. Детям очень понравилось. Почему он girdi? Ой, heller. Ой, Anna. Anna kapatın. Anna. Вот, Дорожки встаем, пластиночку, едем рядышком, смотрим, ничего не Это пила. Она пила. Акула нянька. Акула, Ой, дальше. да, видео строили. Что, давай дальше. Ага, манна. Ой, кольцо там лежит. Смотри, кольцо лежит. Тут база лежит. А по карабу тебе пить, у карабу понравилось. Сокровище дорогое.
Где? Был так. И сейчас Даша. Я не умею Ярослава Алексеева Бечевич, принципа девочки, очень ласковый, поцелующий трек. Возможно, даже поцелуй остался больше, как знаете, но пока не больше. Здоровья, здравия, жизни. А наша успеха поцеловала много, Также здоровья девочки, внимание, ума, поздравляет воздушный поцелуйчик из Алиса. Но пока увидим главную фигуру нашего шоу, тоже сегодня с девочкой не отвлекается и уже второй раз догоняет тренера. Юрий Петрик не хочет с утра пораньше, поэтому больше, чем быстро тренера побежал в воду. Ну а сейчас справа в очередь причесывается Даша. У девочек шерсть больше не слышит. Она близко спортивно нас лучше, даже вниз качает каждый день. Молодец, она всем показать мастер-класс, правильно закачать вес. Может, сыграла
На следующий день в Санкт-Петербурге стало прохладнее. И вечером были на экскурсии по реке Нева. Увидели ночную реку Неву. Рублями за спасенную жизнь людей. И тогда наша страна чтит своих героев. Итак, Большоохтинский мост, или мост Петра Великого, открывает два своих средних крыла, слева по борту. К тому же это мост наш киногерой. Здесь снимался фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», серия «Сокровища Агры». Они приезжали не через Темзу по Тауру, а по Большоохтинскому мосту через реку Неву и Соломен, и Ливан. Храмы Приневских берегов совершенно не похож на другие мосты. Ведь в Петербурге все продумано до мелочей, у каждой реки свой рисунок решетки, свой тип моста. Здания в центре города не превышают высоты главной императорской зимней резиденции Зимнего дворца. Все строилось по плану. Поэтому он является таким единым архитектурным ансамблем. Ансамбль — это единство задумки, единство мысли. А этот мост не похож. Вплоть до того, что снести переправу. Это, знаете, как французы в Париже кричали, что это за уродство, видя Эйфелеву башню будет стоять в центре Парижа. Теперь это Эйфелева башня является символом города Парижа, так и Большоохтинский мост, или мост Петра Великого, является теперь чуть ли не символом города Петербурга. Его больше всего любят туристы. Легкий, воздушный. Петербурга. Длина его около 600 метров. Сравните с дворцом, там всего 260, а здесь уже 600 метров длина моста. На открытии моста присутствовал сам Николай II, член его семьи. Николай II движением своей руки приведет в движение разводной механизм моста. Только когда Николай II разводил Троицкий мост, он не поднимал свое крыло кверху, а отводил в сторону параллельно реке Неве. Вот так разводились первые, опять смешно сказать, что первые насколько поздно появились, но в любом случае вот так разводились первые петербургские мосты. Параллельно реке Неве крыло уходило в сторону. И только в 60-х годах крайнее правое крыло было перестроено, теперь стало подниматься вверх. Почему некоторые мосты у нас разводят два крыла, а какие-то одно? Многие предполагают, там проходит фарватер, более глубокое место. Ведь сюда идут груженные, тяжелые, с большой осадкой, значит, по самому глубокому месту. Где-то он посередине тогда два крыла, где-то у берега тогда одно. Вот он. Северный город, низкое небо над головой. Что тебе снится? Крейсер «Аврора» в час, когда утро встает над Невой. Что тебе снится? Крейсер «Аврора» в час, когда утро встает над Невой. Только одна Нева. Вот такое у нее течение. И до сих пор ни один капитан своего груженного судна не возьмет на себя ответственность провести свой корабль по фарватеру реки Невы. Нужно в опору моста угодить. Поэтому каждую ночь у нас работают две команды лоцманов, которые сопровождают груженные судами через реку Неву. Одна команда лоцманов садится в Финском заливе, те, которые пришли из Балтики, сопровождают через Неву до Ладожского озера. А другая из реки и моря садится в Ладожском озере, сопровождая через Неву до Финского залива. А вот дальше груженные суда могут двигаться самостоятельно и в Финском заливе, Балтийском море и в Европу.
и через Ладожское озеро по системе озер Волгу и другим российским городам. Доля такая у кораблей, судьбы их тоже чем-то похожи на судьбы людей. Ветром соленый, ближе просторы, волны крестят, мрак грозовой. Но тебе снится крейсера Флора в час, когда утро встает над Невой. Ночь и тишина тонная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Все равно бесконечно надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет. Где легко найти страннику приют, где наверняка помнят и ждут. День за днем, то теряя, то путая след, я иду в этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. Это его последний шаг, и этот шаг длиннее жизни. После Санкт-Петербурга проездом были и в городе Москве. Увидели ночную Москву, ходили по улице Новый Арбат, также Старый Арбат. О, Перо? Что это? Чей? на следующий день были на Красной площади и увидели Кремль. Нам понравились Санкт-Петербург и город Москва. О, видео. Аман, Аман.
Gördünüz mü? Çok kının. Ne çok Любить. Bir menlik vermek var. Bir de menlik Фестиваль була репетиция. 23 августа. Нидерланда. Я видела. А дочь видела.